والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. После этого, иншаллах, сегодня у нас книга «70 больших грехов». Мы дошли до 32 греха – взятка. Про взятку сегодня наша тема. Иншаллах, будем говорить, что является взятка в основе своем запрещенная, большим грехом она является. И бывают случаи, исключением бывает, баракаллаху фикум. Кто нам читает сегодня? Я читаю, Абдулла. Читай, Абдулла. 32 грех. Взятка. И не поедайте ваших достояний между собой попусту, и не отдавайте его судьям, чтобы съесть часть достояния людей преступно, в то время как вы знаете. Коран 2:184. У нас тут говорится, то есть в книге «Ахзу ришвати аль-хукми», брать взятку, тема у меня в этой книге больших грехов, про большие грехи рассказывается книга имама Захаби. 188 аят тут номер, а тут у нас 184. Значит, кто-то из нас ошибся в номерах аятов. Ну, аят тот же самый. Хорошо? Аллах говорит в Коране: «Валя та'кулу амвалакум байнакум билбатил, ва тудлу биа ил хукками ли та'кулу фарика мин амвалин наси бил итми ва антум та'ламун». Аллах, субхану ва та'аля, запрещает нам поедание имущества ложным путем между нами. И в этом аяте, баракаллаху фикум, говорится: «Билбатил ва тудлу биа ил хуккам», даете вы хуккамам. Хуккам — это как правитель, как судья. То есть судьям, которые ложным путем судят. Ложным путем судят. Не давайте им ваше имущество, говорит Аллах, субхану ва тааля. Также бывает иногда типа бандитизма, скажем. В том грехе, которым объясняли бандитизм. Иногда бывают бандиты, набегают, забирают насильно. Иногда обманными путями, разными махинациями бывает, они забирают. И также Аллах субхану ва тааля запрещает нам видов поедания имущества людей. То есть мы понимаем теперь, что поедание имущества людей является большим грехом. Будь это человек, иногда люди заходят в правительство, или иногда судейство, судейные места, и начинают они поедать имущество людей, быть взятками, подкупами, под разными путями. И это является из больших грехов. И дальше говорится: «Лита'кулу», чтобы кушали одни из видов людей, фарика мин амвалин наси. Одна из групп людей дает, а другие поедают это имущество. Чем? Греховным путем, биль итми. Ва антум та'лямун. Вы об этом знаете, что вы делаете. Вы явно кормите их, этих, как говорится, да, ростовщителей, то есть те, которые берут взятки, я хочу сказать, извините, ошибся, те люди, которые берут взятки. Айля тадду биль амваликум иль хукками. Не давайте правителям ложным путем, или судьям, или им подобные, которые поедают имущество ложным путем, как мы сказали, типа бандиты. Ай, имеется в виду: «Валя таршухум лияктау лакум хаккан ли гайрикум ва антум та'ламуна анну ла яхиллу лакум». Не давайте взятки, не пользуйтесь взятками. Аллах запрещает нам, тут толкование объясняется нам, чтобы вы таким образом забираете свое право, но этим своим правом вы говорите: я забираю свое право, однако забираете чужое право. И таким образом аргументируются некоторые люди. «Лияктау лакум хаккан ли гайрикум». Вы берете право, свое право не берете, а берете еще право чужого. «Ли гайрикум». «Ва антум та'лямун». Вы это знаете, что это недозволено. В хадисе Аби Хурайрата приводится,
Хадис, конечно, баракаллаху фикум, приводится Ибн Хаббаном, Сахихи. Имеется в виду, что в хадисе посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла'ана Аллаха раши валь мурташи фил хукми». Аллах проклял, в хадисе приводится это, хадис Тирмизи также его привел, что это хороший хадис. Аллах проклял тех людей, раши, тот, кто дает взятку. Валь мурташи, это тот, кто берет эту взятку. Аллах обоих этих людей проклял. Итак, в другом хадисе приводится Абдулла бин Амрам: «Ля'ана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям раши валь мурташи». Посланник Аллаха сказал также в другом хадисе: Аллах проклял раши валь мурташи, то есть дающего взятку и берущего взятку. Ученые сказали: «Каль уляма, фарраши хуа лади ю'ти ришва». Раши, тот, кто дает, это фа'иль, тот, кто дает эту взятку. Валь мурташи хуа лади яхуду ришва, тот, кто берет эту взятку мурташи. وإنما تلحق اللعن الراشي إذا قصد بها أذية مسلم أو ينال بها ما لا يستحق. То есть, имеется в виду, что тут? Тут имеется в виду проклятие тем людям, тот, кто дает взятку, если у него есть цель, намерение, цель, навредить мусульманину или взять то, что у него нету права. То есть, получается, если он берет то, что у него есть право, и ему не отдают, тогда это не будет у него взятка. Но другим, как мы сказали, другому мусульманину нельзя тебе вредить, также нельзя, как говорится, другого права забрать. Амма ида а'та, если он дает это, не взятка это получается, не взятка, ида а'та лиятавассала иля хаккин лаху ва ядфа ан нафси зульман, если он дает, скажем, да, эту цену, уже это не взятка, для того, чтобы постичь свое право, чтобы забрать, или отстранить от себя вреда, несправедливость, то это не входит под проклятие. То есть он отстраняет от себя чего? Несправедливость, тиранию, или забирает свое право, как мы сказали, не вредя. Мусульманину он не делает вреда, баракаллаху фикум, или другому он не делает зульма. Амма ида а'та, если в другом случае, это было исключение, да? Если амма ида а'та лиятавассаля иля хаккин лаху ва ядфа ан нафси зульман, фа иннаху гайру дахилин фил а'ма. Амма аль-хаким, что касается теперь правителя. Это первый случай, у нас было исключение. Что касается правителя или судьи. Бывают судьи или правители, им подобные врачи, допустим, бывает. Иногда это по очереди должен, допустим, оперироваться. Это второй идет у нас. Это третий у нас идет по очереди. Люди рассчитали и приехали сюда к этому врачу. Вторые, да? Или первые рассчитали. Там кто-то переплатил и пропустили его. Они не рассчитали, получается, врач не рассчитал, и этот человек умер, получается. Кто виновен в этом? Взяточник, этот врач виновен. Потому что причиной стала его смерти этот взяточник. И тут, получается, так же бывает в правительстве, так же бывает в судействе, так же бывает в школе, так же бывает везде. Взятки харам сам по себе, да? Кроме как по праву мы сказали. Кроме как по праву. У тебя дом. Ты продаешь свой дом, допустим, да? Кто-то заплатил взятку БТИ, скажем, там, где документы готовят. По домам, скажем, по недвижимости. Они приготовили левые документы, сделали орден на этот дом. Этот человек там живет пожизненно в этом доме. Пожизненно. Знают люди по соседству, все знают, что это их дом. И тут, получается, приготовили левые документы, и они подъезжают с полицией, выходите из дома. Они заплатили взятку. Если в стране развитые взятки, то что бывает, видите? То есть в стране, если развитые взятки, тебя просто-напросто выселяет из твоего же квартиры, твоего же дома. И, допустим, такие примеры есть в некоторых столицах даже.
в некоторых столицах. Не будем называть имена этих столиц. И они выселяют гражданина. Или бывает, люди приезжают с полицией, с документами, насильно ставят оружие, бандиты. Но они с полицией, но у них есть еще печати, но они еще приготовят ордер. Там же подписывают хозяин квартиры и дома, там же подписывают, что он продает им. Якобы он взял у них такую-то сумму денег. Якобы он взял. Это в столице происходит. Представляете, в столицах происходят эти вещи в некоторых странах, так называемых порядочных. Якобы у них есть конституция. Это у них нормально. Или, скажем, по взяткам, гаишники. Договариваются с гаишниками, что делать на дорогах. Люди, это я сам видел, сам был в этом автобусе, ехал к себе домой. Человек подбрасывает А6 аудио перед автобусом, зимой это было. И гаишники знают вот эти, как говорится, да, охотниками за тех, то есть других, как говорится, регионов, люди заезжают на автобусах, чтобы заработать, да, как-то. И там эти, как говорится, да, спекулянты или торговцы на этих автобусах бывают своими товарами. Ты тоже какой-то прекрасный день учился в этом автобусе. Подбрасывают, и именно когда этот автобус вот трогается слегка, и чуть поцарапали этот аудио А6, в то время еще новая она считалась. И тут, если на месте не рассчитаться, у него готовая полиция ждет. Позовем полицию. А если полицию позовут, то это затянется. А человеку нужно ехать домой, к себе, как говорится, да, на родину. И тут, чтобы решить этот вопрос, даже те люди, которые торговцы, да, товарами торгуются, приезжают, закупаются в столицу, уезжают к себе. Что они делают, получается? Они говорят, заплати, мы заплатим. Заплати, мы заплатим. То есть перед ними же, перед всеми людьми, этот человек берет в руки деньги, заработал за маленькую царапину, когда придет полиция, еще дальше затянется. А люди хотят быть дома уже. Баракаллаху фикум. Вот что делает взятками, как говорится, да, так называемых столицах. И это развито. И как мы знаем, Амаль-Хаким, то, что касается судьи, правителя, полицейского, разницы нету. Фарришва алейхи хараман. Оно запрещенный большой грех. Абтала биха хаккан, овдафа биха зульман. Что он сделал? Ришва харамун. Абтала биха хаккан. Чужое право эта взятка не дает, получается. Чужой человек не имеет права забрать свое право из-за взяток. Возьмем, допустим, как некоторые покупают, как говорится, некоторые вещи, скажем, да, по системе они должны получить некоторые вещи, по системе должны получить. Ну, кто платит больше, им дают. Им дают. Аудаф биха зульман. Или отстраняет от себя зульм, мы сказали, взяткой. Хадис приводится другой. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам. Хадис Абу Дауд Тирмизи его приводит. Хороший хадис он, сахих. Хороший сахих он. Инна ла'ната, сказано. Проклятие раиши айдан вахуа са'i байнахума. Проклят тот, кто посредник тоже между ними. Сегодня под именем взяточник, кто еще может быть? Адвокаты некоторые, они тут берут, там отдают. То есть это более, скажем, бюрократически стало. Под именем адвокат. Эти адвокаты должны были получать от государства, также от общины должны были получать за то, что защищают права притесненного. Но адвокаты бывают разные, как мы сказали, и тираны бывают, и за тиранов бывают. Айдан, адвокаты, это, как говорится, пособники или защитники их. Такие тоже бывают тираны. Но среди них есть хорошие, праведники бывают, быть может, бывает.
Ваватабиун лирраши бывает, как мы сказали, если он защищает права притесненного, то, что полагается по исламу, по шариату имеется в виду, можно защищать. Ваватабиун лирраши фи касди хойран лам тальхаку ла'нату ва илля лахикату. Ваватабиун лирраши. Этот, как мы сказали, посредник, он следует за кем? За этим взяточником. Фи касди намерение в благом. Лам тальхаку ла'на. У него якобы не прикасается к нему, не прикасается проклятие. Иначе прикоснулось бы сказано. Однако он тоже является их участником. У Миндалика он якобы чистый, только он посредник. У Миндалика также приводится Абу Даудом, его сборник Сунан от Аби Я'ль Багили, да будет доволен Аллах, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман шафа али раджулин шафаатан». Тот, кто заступился за кого-то, заступчеством. Фаухдия лаху алейя хадиятан. Когда он заступился за кого-то, как мы сказали, адвокат, ему подарили за это подарок. Подарок ему подарили. Факад ата бабан кабира мин абуаби риба. Он сделал большой грех, говорит, из одних грехов риба. То есть риба несколько видов. Из одних глав риба он сделал, говорит, если он взял подарок за это. Вот Абдуллах бин Мас'уда приводится, он сказал: «Ас-сухту ан татлуба ли ахейка аль-хаджа». Сухт, ложное поедание имущества, это что? Только что привели мы ая из суры Бакара: не поедайте имущество ложным путем. И Абдуллах бин Мас'уд говорит: «Ас-сухт», поедание имущества ложным путем, ан татлуба ли ахейка аль-хаджа. Ты требуешь для своего брата мусульманина чего? Нужду его. Фатакды, и ты исполняешь какой-то брата, нужду исполняешь. Фаюхда илейка аль-хадия, и тебе дарят подарок за то, что ты эту нужду исполнил. Фатакбилу аминху, ты от него принимаешь этот подарок. Это является, как мы сказали, ложным путем поедания имущества. Ван Масрук, Масрука говорится, таби'ин, аннау каллама ибн Зияд, он говорил с Ибн Зиядом. Фи мазламатин, когда у него была несправедливость причинена к нему. Фараддаха, и он ему вернул эту несправедливость, которую к нему проявили. Фаухдия илейхи сахибуль мазламати васифан фараддаха валам якбальха. И тот, кто был притесненный, когда он его защитил, как говорится, да, его право, и он ему подарил подарок за то, что он сахибуль мазлама, то есть притесненный подарил ему подарок за то, что он его защитил каким-то образом, и он потом ему возвращает обратно этот подарок и не принимает. И сказал он: «Каль, я», то есть он говорит, «Каль, я», то есть он говорит, «Сами'ту ибн Мас'уд», я слышал, что Ибн Мас'уд говорил, сподвижник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Ман радда ан муслимин мазламатан», тот, кто мусульманина защитил, тот, кто защитил мусульманина от притеснения несправедливости, фаатаху аля далика калилан ау кафиран фава сухтун. И если он после него, как его защитил, этого мусульманина притесненного, защитил и дал он ему подарок, будь это мало или много, сказал Ибн Мас'уд, это является сухт, поедание имущества ложным путем, как это делали иудеи. Факара раджуль, и в исламе это запрещено. Один мужчина сказал: «Я Аба Абдуррахман», Абдуллах Мас'уду говорит это, «Ма кунна назунна анна сухт илля ришва фил хукм». Мы думали, ришва, взятка, это всего лишь, когда дают суде взятку, чтобы он не судил справедливо. И как он отвечает: «Факаля далика куфрун», это является неверие. То есть, знает этот судья, что нужно судить по шариату должным образом, справедливость он должен показать, то, что по шариату, да? Он, наоборот, что сделал? Когда ему заплатили взятку, взял он взятку, положил как будто руку на этот закон, скрыл этот закон. Зная, делает человек, куфр называется. Зная, сделал он неверие. И неверие бывает выводящее из ислама, неверие бывает чего? Не выводящее из ислама, баракаллаху фику, маленькое неверие. Да, куфр дуна, куфр некоторые сказали.
И некоторые сказали куфр дунур куфр, ссылаясь на аяты из суры Маида. И баракаллаху фикум, на'уду билляхи минху. Мы прибегаем к Аллаху от этого. Нас Аллах афу валь афия мин кулли баля'ин ва макрухи. Просим Аллаха благополучия и защиты от каждого испытания и также макрухин, неприятностей. Аль-Хикая от имама Аби Умар Аузаи, радiyallahu анху, приводится от него, это хикая, рассказ. Кана яскуну би Бейрут, он жил где? В Бейруте. Анна насраниян джаа илей. К нему пришел один христианин. Инна вали ба'лабак заламани бимазлама. То есть правитель местности Ба'лабака мне сделал несправедливость, зульм. Ва уриду ан тактуба илейхи. Ва атаху бикиллати аслин. Он к нему пришел с кувшином меда. И он хочет, чтобы он к нему написал обращение, письмо. Уриду ан тактуба илейхи. И он к нему принес, как мы сказали, мед. Факаль Аузаи сказал, рахима Аллах, ин ши'та раддатту куллата ва катабту лака илейхи. Если ты желаешь, я верну тебе твой мед и напишу тебе это письмо. Ва ин ши'та ахадту кулла, если желаешь, я возьму этот мед, фа катабту лаху иля вали. Анда ан хада насрани мин хараджи, то есть. Факатаба лаху, то есть факатаба лаху иля вали. Он написал этому правителю анда ан хада насрани мин хараджи. То есть этого христианина освободи от выкуп, то есть не выкуп, а дани. То есть как налог, да? Фаахада аль-кулла валь-китаба. Он взял, получается, кулла, взял он свой мед обратно, валь-китаба, и письмо. То есть не взял он взятку, получается, вамада иля вали. И пошел этот человек, поехал, получается, к этому наместнику, этот ученый имам Аузаи. Фа'атаху аль-китаб, он передал ему этот китаб, написанный. Фавада анху 30 дирхаман бишафаат аль-имам. И он отклонил от него 30, получается, дирхамов, серебряных монет, за то, что этот шафаа сделал имам. Имам написал этому правителю этой местности, как мэру, скажем, да, написал к нему и сказал, чтобы облегчить ему этот налог 30, скажем, монет из дирхамов. Рахим Аллаху ва хашарна фи зумрати. Да смилуется над ним Аллах, да воскресит Аллах нас вместе с такими справедливыми имамами, который не взял у него этот мед, а написал ему это письмо. Ва мау'иза ибадуллах. Теперь наставление. Конечно, уже наше время почти прошло. На этом можно даже остановиться. Баракаллаху фикум. Если есть у вас вопрос, можете спросить вопросы. Слишком удлиниться, тут тоже стихотворение. Вы поняли, наверное, взятки. Конечно, я могу больше рассказывать про взяток, доводов слишком много могу тоже привести. Однако на этом, я думаю, достаточно. Взятка является из больших грехов, и он не является из смертных. Исключение бывает, чтобы возвратить свое право, не навредя, как сказали мы, другим. Вопросы есть у вас?